Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Дворец борьбы в Уфе. Недавно там прошел День открытых дверей для детей и родителей, но впереди еще много разных мероприятий. Об этом мы поговорим с директором Дворца борьбы Эдуардом Абдидиловым. Эдуард Юрьевич, здравствуйте, рада видеть вас в нашей студии. Ну и сразу начнем. Вы, как директор, уже освоились в таком уникальном, крупном объекте. Все-таки такой, знаете, у нас Дворец борьбы получился действительно дворцом. Конечно, да, уже мы около полугода находимся во дворце с нашим коллективом, поэтому дворец полностью уже, скажем, под нашим контролем. Мы понимаем, что там происходит, мы понимаем все процессы, которые нам предстоит еще наладить, да, то есть здесь полное понимание есть. Расскажите немножко о нем, все-таки сколько этажей, его уникальность, его изюминка. У нас 5 этажей, плюс еще один минус первый этаж, с которого осуществляется выход на главную арену именно спортсменов. Поэтому, можно сказать, у нас 6-этажное здание. В нашем дворце есть гостиница, своя гостиница. У нас есть спортбар, это такая современная столовая для наших спортсменов. У нас есть бассейн, который, я думаю, мы уже вот до Нового года планируем запустить. У нас есть зона ресторана, которую мы вот также, я надеюсь, что мы в ближайшее время найдем арендатора, который будет делать уже ремонт там, да, и осваиваться. Также у нас есть зона фитнес-центра. Это отдельная история, достаточно большая, порядка 2000 квадратных метров, где будут у нас люди иметь возможность заниматься именно как в тренажерном зале. Поэтому такой многофункциональный комплекс. Не говоря уже про уличное спортивное ядро, где есть у нас баскетбольная площадка, волейбольная площадка, возможность заниматься легкой атлетикой, футбольная площадка. В зимнее время мы планируем организовывать каток, то есть у нас есть пункт проката коньков, теплый, комфортный. То есть вот функционал очень большой. Все-таки состоялся День открытых дверей. Уникальное событие, когда родители вместе с детьми могли посмотреть его изнутри. Расскажите, сколько семей, сколько родителей, сколько детей пришли и по каким видам спорта состоялся этот День открытых дверей? Да, День открытых дверей – это было такое долгожданное событие, потому что все все-таки рассматривают этот объект в первую очередь как спортивный, куда они будут приводить своих детей на занятия, да, но все-таки должно быть понимание, что в том числе это и культурный объект у нас, да, и это новый объект, который мы должны показать гостям нашей столицы, поэтому мы, собственно, и проводим там периодически какие-то форумы, да, вот в последнее время особенно. Вот. День открытых дверей у нас прошел по видам спорта дзюдо, самбо, грэпплинг и вольная борьба. Мы пригласили порядка 1200 участников на это мероприятие. Это суммарно по всем видам спорта. Вот. Прошло все на ура, потому что объект новый, всем интересно. Объект действительно обладает своей индивидуальностью. То есть это такого объекта сложно найти на самом деле, да, и увидеть где-то в республике это точно. Уже не говоря про там, в том числе и по России. Вот. Поэтому каждый для себя выбрал тот вид спорта, которым он хотел бы заниматься, или же присмотрелся, по крайней мере, к этому виду спорта. Мы познакомили с тренерами родителей. Мы дали возможность детям посмотреть, что из себя представляет тот или иной вид спорта, потому что на самом деле борьба разнообразная, и далеко не все родители, и уж не говоря о детях, понимают, в чем различие. Расскажите, это была разовая акция или еще потом удастся познакомиться с другими видами спорта? Я думаю, что мы будем это делать с какой-то периодичностью, потому что кто-то не смог приехать. Вот мы получили много отзывов, что мы бы еще раз хотели. Да? Сейчас основная задача была какая? Мы должны были показать тот зал, где будут заниматься дети. Мы должны были показать логистику, как они будут приводить детей, где будут раздеваться, то есть раздевалки, душевые, туалеты, где будет организовано питание. То есть вот эту всю историю, чтобы родители, когда уже в ближайшее время приведут детей на тренировки, понимали, куда им идти, потому что на объекте действительно очень легко потеряться. Вот. А в дальнейшем мы будем уже смотреть по необходимости, потому что набор проводим постоянно, запись идет постоянная. Озвучил бы номер я 299-2099, по которому надо записываться. Мы это все вводим в базу и передаем тренерам. Еще хотелось бы отметить, что тренеры у нас эти ковры арендуют. То есть непосредственно тренировочный процесс, он не за дворцом борьбы. За нами это обслуживание зала, предоставление этих ковров, на которых будут заниматься дети.
И мне самой посчастливилось оказаться там же, на Дне открытых дверей, посмотреть зал, да, для самбо, дзюдо и грэпплинга. Но, я так понимаю, там еще будет большое отделение для борцов классического стиля, да, греко-римских борцов. Расскажите, что это за отделение, свой ли у них зал, сколько ковров? Конечно. У нас будет базироваться Республиканская школа греко-римской борьбы. Это возглавляет ее Александр Николаевич Григорьев, тренер нашего главы, заслуженнейший человек в мире борьбы. Для них предусмотрено отдельные 2 спортивных зала по 2 ковра. То есть вообще греко-римская борьба – это базовый вид борьбы, который будет у нас находиться на объекте. И, наверное, справедливости ради можно отметить, что благодаря именно греко-римской борьбе, собственно, и появился такой дворец борьбы у нас в республике. Я думаю, что порядка 300 детей эта школа сможет пригласить на занятия. Они будут находиться там бессрочно, скажем так, да, мы передаем их спортзалы. Вот. Мы полностью оборудовали, вот по последнему слову, эти спортивные залы. Если вы там были, то, ну, многие были, видели, это самые современные ковры по всем стандартам, да, по стандартам Международной федерации спортивной борьбы. Это шведские стенки, тренажеры, свободные веса. То есть эти залы, они, конечно, оборудованы, ну, в большей мере, скажем так, очень хорошо. А наши сборники или воспитанники отделения тоже туда войдут? То есть все? Вообще планируется в эту школу набирать новеньких детей и также дать возможность заниматься сборной команде, потому что условия очень хорошие. В данное время школа уже функционирует уже на протяжении долгого времени. Она находится на проспекте Октября 84/4, то есть туда можно всегда записаться и уже сейчас привести детей, да. Я думаю, что часть детей будет переведена и из той спортивной школы, и новые дети будут набраны. Здесь, опять же, тренировочный процесс будет строиться в соответствии с тем, как решит руководство непосредственно республиканской школы. Уже на этой неделе состоится крупное спортивное событие за самбо. Расскажите, что это за форум? Это межрегиональный, международный форум. Это всероссийский форум, на который приедут у нас представители партии, Всероссийской политической партии «Единая Россия». Приедет генеральный секретарь Якушев Владимир Владимирович, приедет предыдущий генеральный секретарь Турчак Андрей Анатольевич, приедет заместитель министра просвещения Российской Федерации, ну и много других гостей. Да. У нас в рамках этого форума будет проходить еще турнир «Звезда», который регулярно у нас уже 3-й раз проходит и собирает самое большое количество участников в мире, да, что уже официально объявлено. Вот. Он посвящен у нас традиционно героям России, поэтому мы ожидаем героев России. 6 героев России уже подтвердили участие свое. То есть это такое большое мероприятие, на котором будет обсуждаться вообще вектор развития самбо у нас в стране, потому что в настоящее время за самбо это партийный проект, и есть паспорт этого проекта. То есть мы каждый год должны собираться, понимать, что мы уже сделали, в каком направлении мы двигаемся. Поэтому вот такое мероприятие в этом году принято решение провести в Уфе. Что вообще по загрузке на 2025 год? Уже известно какие-то крупные мероприятия, которые сможет принять Дворец борьбы? Вот хотелось бы еще раз, да, рассказать для зрителей, каким образом формируется календарь соревнований, мероприятий спортивных непосредственно. Поскольку календарь мероприятий формируется, как правило, в декабре, все федерации сейчас у нас запрашивают информацию о тех возможностях, которые мы имеем для предоставления. То есть, какие у нас раздевалки, на сколько мест, какая у нас главная арена, какая вместительность в целом. Да? И мы эту информацию сейчас раздаем по всем федерациям, в принципе, по всей России. То есть, запросы идут постоянно. Поэтому я думаю, что сейчас, получив от нас информацию, они буквально в течение 2-3 недель передадут свои запросы уже на участие примерно в середине декабря нам. Если мы с ними сумеем договориться, да, и их все будет устраивать и нас тоже, то они включат уже свои соревнования для проведения на нашем объекте. То есть это классическая схема, поэтому пока что вот в таком формате мы отрабатываем. Эдуард Юрьевич, расскажите немножко о загрузке. Все-таки сколько ребят смогут одновременно заниматься? Это будет целый день, то есть прям с утра до вечера зал будет загружен по тренировкам или как? И будет ли там бюджет, коммерция?
Да, ситуация у нас, ну, самый острый вопрос, это, конечно, бюджет, коммерция, да. Опять же, касаемо, допустим, греко-римской борьбы. Это республиканская школа, и все дети там занимаются бесплатно. То есть есть госзадание, которое выделяется на год, поэтому здесь я могу точно сказать, то, что это большое количество групп, я думаю, где-то, ну, наверное, 20-30 групп у них будет, и все эти группы будут бесплатные. Касаемо других видов спорта, поскольку они заходят у нас на аренду, то, естественно, они планируют в том числе ее как минимум купить. И что-то должен тренер тоже зарабатывать, да? Но у нас со всеми видами спорта, которые к нам заходят, есть договоренность, что обязательно должны быть бесплатные группы. Это обязательное условие, то есть 2-3 группы должны быть бесплатно по каждому виду спорта. Вот как президент Федерации самбо, отвечающий за самбо, я могу сказать, что процентов 70 групп самбо мы сделаем, конечно, бесплатные. Вот. По другим видам спорта уже как решит сам арендатор, но в любом случае обязательства по проведению бесплатных групп у них имеется. И в заключение хочется узнать все-таки, как родителям не растеряться в этом многообразии. Даже на дне открытых дверей был вопрос, и такие глаза с вопросом, прям, знаете, сами родители не могли понять, а все-таки что же выбрать, дзюдо или самбо, они такие как будто бы похожи, в то же время разные. Можно ли будет потом, например, ребенка перевести из одной группы в другую, так вообще практиковалось или нет? Вот исходя из практики, у нас все тренеры, все федерации, все спортивные клубы, они проводят пробные занятия. То есть на пробное занятие можно прийти абсолютно в любую секцию, то есть и посмотреть, что больше нравится. Также, естественно, логично будет изучить прикладное назначение, скажем, вида борьбы, да, потому что самбо, допустим, это самооборона без оружия, да, то есть мы понимаем, что это прикладной вид спорта для самообороны, для того, чтобы постоять за себя, да, при этом это спортивная борьба, подраздел боевой самбо. Греко-римская борьба – это классическая борьба, но это основа основ, то есть это силовая, красивая борьба, многофункциональная борьба. Поэтому здесь надо просто, первое, привести ребенка на тренировку, это самое главное. Второй момент, очень важный момент, и это даже не столько связано с видом борьбы, сколько найти своего тренера. Потому что если ты не нашел своего тренера, как бы этот вид спорта не был хорош, но я думаю, тренироваться толком не получится. Вот. Поэтому основной момент. Приводите детей, записывайтесь, пробуйте все виды спорта. Можно попробовать даже год позаниматься, потом перейти на другую борьбу. Здесь база у всех борцов одна. Сначала мы учимся падать, чтобы не травмироваться. Сначала мы подтягиваем общефизическую подготовку, а потом уже ребенок сможет заниматься в любом виде абсолютно без проблем. Эдуард Юрьевич, спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли и все нам рассказали. Но я напомню, теперь у наших борцов есть свой дом, и вполне возможно, что скоро из него выйдут новые чемпионы, новые звездочки, и в том числе олимпийские чемпионы, чего мы очень ждем. Это была программа «Интервью». Всего доброго.